Женщина, желающая развестись с мужем. К Абу Ханифе пришла одна женщина и сказала: «О, Хазрат, ты 2 года назад прочитал никах мне и моему мужу, а сейчас разведи нас. Я не хочу жить с ним больше». «Какова же причина твоего желания развестись?» – поинтересовался Хазрат. «У всех мужья вовремя возвращаются домой. Мой же супруг постоянно задерживается. Из-за этого дома каждый день скандалы». Абу Ханифа, удивившись, спросил: «Причина развода только в том, что он поздно возвращается домой?» «Да, я не желаю жить с человеком, обладающим этим недостатком. Пусть, как другие мужья, возвращается вовремя», — ответила женщина. «Развести-то я вас разведу, но при одном условии. Возвращайся-ка ты домой, испеки большой вкусный калач и принеси мне. Но когда будешь печь калач, ничего не бери в доме. И соль, и воду, и муку, и яйца, и молоко попроси у живущих поблизости соседок. И обязательно объясни им причину», — сказал Абу Ханифа. Эта женщина отправилась домой и, не откладывая, принялась за дело. Зашла к соседке и сказала: «О, Марьям, одолжи мне стакан воды. У вас что, вода закончилась? Разве у вас во дворе не вырыт колодец? Вода есть. Я пошла к Хазрату, чтобы пожаловаться на мужа, и попросила развести нас». Как только она закончила, соседка вздохнула: «Эх, если бы ты знала, какой у меня муж!» и начала жаловаться на своего супруга. После этого женщина отправилась к соседке Асие, чтобы попросить соль. «У тебя что, соль закончилась? Просишь всего лишь 1 ложку». «Соль есть, но я пожаловалась Хазрату на мужа и попросила развода». Не успела она закончить, как соседка воскликнула: «Эх, если бы ты знала, какой у меня муж!» и начала жаловаться на своего супруга. Так кому бы эта женщина не заходила, чтобы что-нибудь одолжить, ото всех слышала жалобы на мужей. Наконец она испекла большой и вкусный калач, принесла его Хазрату и отдала со словами: «О, Хазрат, спасибо тебе. Отведай мой гостинец вместе со своей семьей. Только не думай развести меня с мужем». «Почему? Что случилось, дочка?» – спросил Хазрат. «Мой муж, оказывается, лучше всех», – ответила она ему. Дорогой друг, одна из самых трудных и главных задач в жизни – это найти в мирской обители подходящего тебе спутника. Пророк, мир ему, так сказал о неженатом мужчине и незамужней девушке: «Несчастны те из вас, кто не женат и не замужем, даже при наличии огромного богатства». На самом деле мужчина без жены, женщина без мужа считаются неполноценными, как солнце с луной, небо с землей, день с ночью, так и супруги взаимно дополняют друг друга. Муж и жена, кто же они? На этот вопрос можно дать разные ответы, но правильнее будет сказать, что они друзья, а если выразиться точнее, творение Всевышнего Создателя, поднявшиеся в чувстве дружбы на самую высокую ступень. Чтобы душевная близость между супругами длилась вечность, рекомендуется соблюдение нескольких правил. Во-первых, не ждать от своей второй половины совершенства, не искать в дорогом твоему сердцу человеку недостатки, делать вид, что не замечаешь их. Если иногда и замечаешь, то вести себя по отношению к супругу как можно более чутко, закрывая глаза на отрицательные качества его характера. Ведь если друзья будут искать недостатки друг в друге и постоянно упрекать один другого, то чувство дружбы между ними быстро погаснет. Во-вторых, муж и жена не должны идеализировать друг друга, осознавая, что у каждого человека есть свои слабости. Различия между мужским и женским началом, выраженные в особенностях мировоззрения и мировосприятия, должны быть связующим мостиком между мужем и женой, а не причиной ссор и раздоров. Тот, кто ожидает от своего супруга или супруги абсолютного понимания и совершенства, бессознательно ищет в своей второй половинке выдуманный им самим же идеал. Реальный же человек, наделенный слабостями и недостатками, не соответствует этому образу, что является основной причиной неизбежного разочарования и конфликтов между супругами. До сих пор на свете не был рожден ни один совершенный человек, и не стоит надеяться, что когда-нибудь родится. Пророк, мир ему, увещевал: каждый человек ошибается, но достоин похвалы тот из вас, кто, осознав свои ошибки, старается их исправить.
Родственники и близкие спросили у 60-летнего старца, находящегося при смерти: «Почему ты за всю свою жизнь ни разу не был женат? Если бы женился, рядом была бы опора и забота. Всю жизнь я искал образцовую жену. Среди стольких женщин неужели не смог найти ни одной идеальной? Найти-то нашел, но эта девушка тоже искала образцового мужа. Поэтому не вышла за меня», — сказал старец и заплакал. В-третьих, когда одному из супругов говорят: «Твоя жена такая, твой муж такой», не следует идти на поводу у чужого мнения. Наиболее правильной реакцией в данной ситуации будет деликатное объяснение человеку, пытающемуся внести раздор в вашу семью, что вы не разделяете его точку зрения и полностью довольны своим супругом. О мой возлюбленный друг! Цени своего спутника жизни, не гаси света любви и уважения между вами взаимными упреками и обидами. Если же в твоей душе разгорится чувство гнева и неприязни к любимому человеку, то постарайтесь погасить это пламя собственным примером терпения и любви.